В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы довоенного крымско-татарского театра, прославленного диктора Фатмы Аметовой. До войны Шамиль Алядин был председателем Союза писателей Крыма. С помощью председателя Союза писателей СССР Александра Фадеева ему удалось добиться разрешения о переезде семьи в Ташкент. Вскоре у супругов родились еще 2 дочери – Леля и Нияр. После депортации, как я говорила, они оказались в Ташкенте. Долгое время она была домохозяйкой, но 3 детей надо было смотреть. Вначале они пытались создать бригаду артистов, которая разъезжала по Узбекистану. Там были артисты бывшего их крымско-татарского театра, но ей было, видимо, тяжело, я не могу сказать точно, с 3 детьми, она не смогла разъезжать. И она сидела дома с детьми. Мы обожали своих родителей. Они были всегда примером для своих девочек. Мама была очень добрая с теми, кто это заслуживал, но с подлецами была храбра. Помню один случай. Я была уже подростком, один негодяй оскорбил моего отца, назвал предателем. От неожиданности папа весь побелел и не успел ответить ему. Но мама подошла к этому негодяю и сказала с очень четкой дикцией, что если это повторится, он сильно пожалеет о сказанном. И негодяй испугался. Больше такого не случалось, рассказывает дочь Лейля. Мама – это мама. Мы ее все любили. Во-первых, она была очень добрая. И, конечно, несмотря на тяжелое положение, она старалась самый лучший кусок отдать своим детям, 3 девочкам. А сама всегда была сыта. Жили мы очень бедно. И папа постоянно увольняли с работы, потому что он подписывал ненужные, так сказать, бумаги, требуя возвращения на родину. И он один из первых интеллигентов написал письмо в ЦК о нетерпимом положении крымско-татарского народа в депортации, о том, чтобы улучшить положение. Ну и, естественно, после каждого такого письма или подписи он оказывался на улице, без работы. Поэтому было очень тяжело. Мы ютились в маленькой комнатке, 3 детей. В конце 50-х, после снятия режима спецпоселений с крымских татар, Фатма Аметова стала первым крымско-татарским диктором радио и телевидения в Узбекистане. В 1957 году открыли радиокомитет, и ей предложили работать диктором. В течение многих лет, почти до выезда в Крым, она работала диктором радио и телевидения. Чарующий голос очаровательной женщины. Так охарактеризовал ее мастерство прославленный советский диктор Юрий Левитан. У мамы был очень приятный такой мелодичный и очень хороший голос, и очень хорошая дикция. Я даже помню, как однажды она шла по улице, рассказывала мне, она шла по улице, и одна женщина остановила, она что-то говорила, видимо, около магазина была. И одна женщина спросила: вы диктор радио Фатма Аметова? Мне так знаком ваш голос. Ну, это было потрясающе вообще. Так что ее даже узнавали на улице. Тогда ее главным редактором был Амет Нефаев. И они очень хорошо работали в тандеме. Она
Какое-то время даже были пьесы, ставились по радио, и приглашали бывших артистов. В общем, были вот такие вот спектакли, радиоспектакли. Более 30 лет проработала Фатма Аметова в Узбекском госкомитете по телевидению и радиовещанию. Программ на крымско-татарском языке выходило немного. Для крымских татар передачи на родном языке были глотком свежего воздуха. Когда впервые прозвучал голос Фатьмы Аметовой по крымско-татарскому радио, это была такая сенсация для нашего народа, который долгие годы не слышал ни музыки, не мог читать произведения, потому что писателям запрещали писать о Крыме и вообще издавать их книги. И этот голос, когда мама сказала «Ташкентан айтамыс», несмотря на то, что это звучало не из Крыма, люди просто плакали от радости. Так приятно было услышать и крымско-татарский разговор. Фатма Аметова и Шамиль Алядин дожили до светлого дня возвращения в родной Крым. Они прибыли в Симферополь 20 июля 1994 года. В аэропорту их встречало огромное количество друзей, знакомых и незнакомых соотечественников. Нам посчастливилось, и мама с папой, и мы вернулись в Крым. Мама жила в Симферополе до 2008 года. Папа умер значительно раньше. Он прожил в Симферополе всего 2 года и умер в 1996 году. Но он был так счастлив, он посещал все мероприятия, которые проходили. И несмотря на то, что вот он еле ходил, у него были больные ноги уже, он с палочкой успевал везде вот побывать. Однажды маму пригласили на мероприятие, на которое она с удовольствием пошла, потому что оно было связано с ее работой на радио. На телевидении проходило это мероприятие, и ей дали грамоту как работнику радио и телевидения. Ну, она была счастлива, мне кажется. Знаменитая актриса и диктор Фатма Аметова умерла тихо, никого не потревожив, заснула и не проснулась. Это случилось в ночь на 30 марта 2008 года. Похоронена на кладбище Абдал в Симферополе. Hep yalanı doyur
dersin takan yıldızlardan dondu küpe o birimi bir ay seni sevmek kucağında cilvelene el sallana o gıdalı toprağında. Yükseklerden alçaklara nazlı nazlı ele duman bu yıldızın gecelerini ben unutmam hiçbir zaman.